Уважаемые коллеги, у нас сегодня необычный день, потому что гости, такие гости, что надо нам работать и работать с ними, да, это все очень уважаемые, любимые, можно сказать, да, наш, сколько мы помним, куратор Александр Семенович Донченко, академик Российской академии наук, всегда возглавлял нашу союзную науку в последние годы. Да. Так что сегодня связаны достижения в области ветеринарной науки, ну и так что он приехал не просто так, а приехал с с визитом, проверки, можно сказать, насколько мы готовы провести 24-ю международную конференцию аграрной науки Сибири, Казахстану, Монголии, Китаю, и Болгарии, Белоруссии, и оно посвящено 300-летию, да? 5-летию столетию дружественных официальных отношений между Россией, Советским Союзом тогда, да, получается, и Монголией. И также мы отмечаем в этом году 60-летие Якутского научно-исследовательского института, который уже 29 марта, уже как нам 65 лет, поэтому этот год у нас пройдет под этой эгидой. Да, под этой эгидой. Поэтому вот эти документы мы сегодня показали, и Александр Семенович будет плотно работать. Да, и у нас в гостях член-корреспондент РАН, ректор Новосибирского аграрного университета, доктор экономических наук Рудой Евгений Владимирович. Ну, вы его многие знаете из публикаций, выступлений, да? Да. Экономист. И очень это многообещающее в нашем понимании для развития экономики республики Саха-Якутия, как бы аграрной экономики. У нас сейчас докторов экономических наук очень мало, в особенности аграрного сектора, и те, которые бы могли бы связь иметь науки, образования и производства, но такого производства, где бы коммерциализированные научные проекты были, которые рынку были бы востребованы, или дать рынку попробовать эту продукцию, от которого рынок начал бы оживать, ну не оживать, а какие-то движения были, чтобы увеличить доходность нашего сельского населения. Вот. Так что такие люди есть. Вот. С ними нам надо будет сотрудничать и найти путь развития аграрного нашего сектора, а там живут наши, так бы, самые близкие люди, все мы выходцы из аграрного сектора, которые сейчас находятся как никогда в очень таком трудном состоянии. Ну а все дела повсюду, то пусть будет образование, то будет производство, только пока до науки не нашло, все документы лежат в прокуратуре. Так же, да? Вот что самое главное. И бюджетный сельхоз у нас не маленький, 12 миллиардов, а в Бурятии бюджет сельского хозяйства 762 миллиона. Здесь Будажапов был, просто он удивлялся и говорит, дайте 1 миллиард нам. Мы бурятскую сельскохозяйственное производство перевернули. Так же он сказал? Миллиард дай, а у вас 12 миллиардов. Ну вот такая вот ситуация. Поэтому продукция в Бурятии у нас есть, а наша нет. Ну, если вы позволите, да, я, может, что-нибудь презентирую, да, есть у нас материал, да? Быстренько я презентацию сделаю, да?
Ну, посмотрите. Рынок создает. Понимаете, рынок создает. И вот Александр Семенович сегодня приехал и говорит, в Казахстане хотят купить вакцину до 150 тысяч долларов. Вот такую новость. Петрович с вами поговорит, они хотят купить. Но в нашей республике здесь из-за нехватки денег нет. Но как реклама пошла, даже люди начали болеть коронавирусом, так прибежали сюда Михаилу Петровичу покупать пробиотики, да? Покупать пробиотики. Потому что восстановить кишечный микрофлору после антибиотиков только так. Но мы продавали. Народ требует. Но они продавали не для людей, а для животных. А дальше, извините, потом могут же привлечь так же. Но люди спаслись, многие. Многие люди, я в Москве в командировку был, звонят и говорят, дайте препарат, не имеем права. Дайте и все. Потом эта женщина, которая с маск, это знакомая, да, с этим заведет, он должен был приехать, и она хотела привезти его сюда, показать нашу вакцину. Вот что реклама даже делает. Она из больницы, говорит, вышла и говорит, благодаря вашим пробиотикам, я так чувствую. Она мне звонит в Москву и говорит, я умираю, говорит, но я чувствую, что меня спасет только, прочитала, говорит, в газете рекламу, и говорит, только меня спасет. Вот сейчас надо мощную такую рекламу сделать, еще мощную, чтобы наше правительство и парламент поняли, что деньги надо направить именно на производство вакцин. У нас падеж идет чуть больше 5, даже под 50% жеребят не теряется. Нет, не жеребят, а кобылы делают аборт. В результате половина, это же ведь половина. Сколько? Это миллиард рублей, даже больше мы рассчитали. Грубым расчетом можно. Сколько? 1 миллиард 200 миллионов. 1 миллиард 200. А цена вопроса 42 миллиона потратить и получить это. Вот председатель правительства хочет быстро решить, а его коллеги между собой не. Это не наша функция, говорят. Это покупать. Это федеральная функция. И вот если республика сейчас купит у нас вакцины, то республика становится автоматически биотехнологически, потому что здесь производство станет на широкую ногу. А мы не только будем производить, а деньги направим на улучшение материально-технической базы, на обучение наших молодых кадров, направим в Новосибирск, направим в Москву. Михаил Петрович сейчас приглашает даже в Китай не только читать лекции, но и работать. Я работаю уже. Уже работает такая. Вот, да. Поэтому вот, институт вроде маленький, но вообще мало золотых, да дорого, можно так сказать. Ну, а раньше этот институт был вообще мощнейший институт в Советском Союзе. В сельском хозяйстве здесь на Вечном Плоте самый мощный институт был. Своим потенциалом, своими АПХ Покровская, АПХ Мендинская, АПХ Красная Звезда, АПХ Чудейское оленеводство. Многие направления исследовались. И все это сейчас уже надо восстанавливать, это никаких средств уже нет. Далее вот, ну тогда вот переработка тоже все вот эти, то, что у нас копчености с мясными продукциями все продают, да, все эти технические, все эти рекомендации, технические, все это задания, патенты, все разрабатывались здесь в лаборатории технологий. Но опять же, как производственники все в свои руки получили, они уже в нас не нуждаются. И в результате сейчас у нас как бы технологическая лаборатория, технология, она очень оснащенная, финансирование, словоохотливая. Ну, что-то надо признаться. Да и руководитель уже в возрасте, кстати, в Новосибирск поехал, своей супруги жить. Вот, ну так. Алексей Федорович. Да. Дальше. Ну, здесь
что надо сказать? Республики четкие планы есть, да, в республике есть четкие планы, что делать, да? Ну, что делать, ну, как бы параметры, чего мы должны добиться, а каким методом, как экономически они, такого экономической методологии нет. Поэтому, Евгений Владимирович, если вы в этом вопросе что-нибудь нам предложите, мы посмотрим. Если это как раз то, что нужно для нас, я готов до главы довести, до председателя правительства, до парламента довести. И я думаю, что как раз вы тот человек, в котором мы нуждаемся. Мне кажется, полное интуитивно чувствуете. Потому что работая такое время и добившись результатов и в образовании, в программе высшего образования, и сочетать там науку и коммерциализацию своих это, конечно, хорошее дело, которое надо продвигать, поддержать, использовать. А наша республика, конечно, сейчас очень нуждается именно в экономическом сопровождении. А то мы сейчас субсидируем, а какая у нас себестоимость? Какую себестоимость взять за стандарт? Вот такая должна себестоимость, мы не можем сказать. Дальше, как закрепить село молодежь? Как это сделать? Я в ваших работах прочитал, что это зарплата и жилье. Так, ну, в основном, я посмотрел, так, зарплата, жилье, хороший доход, да, и жилье, работа, хорошая работа. Ну, а мы сейчас тоже думаем над тем, таким вариантом, что может гендерную политику поставить. Гендерную политику. Женщин. Население. Ну, раньше вот в оленеводстве чум работает, да? Чум работает. А сейчас чум меньше. Женщина берет землю под нее, кредит под женщину закрепляет, потом она как хранительница очага, она хранительница мира, она экологически чисто органическую продукцию производит, своим детям, своей семье обеспечивает, если надо родственникам, излишки на продажу, на реализацию. Вот такой вариант. И Организация Объединенных Наций так сделала, такой проект запустила в Латинской Америке, и такой проект в Африке запустила. Может такой проект в Арктике запустить? И один из проектов было бы вот здесь озвучить, на нашей конференции, озвучить гендерной политики, один вокруг этой женщины же может обучать детей, сейчас дистанционное обучение. Значит, мы эту женщину, которая поедет, ей дадим эту землю, то мы не должны ей хорошо обучить дистанционное обучение методов и так далее, и так далее. Вот один из таких идей, которые мы крутим вокруг себя там, вот это вот выкинуть, но многие боятся того, что будет матриархат. Зачем мы же, я не предлагаю же главой республики или министром женщин, а женщине я предлагаю Самый трудный. да, но деньги, ресурсы, все есть. Вот. А мужчина, он охотник, он добытчик, бегает. Тему мы тоже обсудить. Я не все коснулся, да. Вот я экономических вопросов не могу коснуться, потому что я не специалист в этой области. Я коснулся проблемы наших ветеринаров, растениеводства коснулся. Ну, а животноводов проблемы, больших животноводов нет, просто животноводов надо поддержать финансово, и рынка нет у нас, быта. Во-вторых, мы себя обеспечиваем на 40% только мясной продукции. Как мы еще можем его выкинуть за предел? Ну, по дорогой цене можем мы. Нашу жеребятину, нашу говядину, нашу оленину по дорогой цене не можем. Но зато самую дешевую говядину заведем себе и будем ей питаться. Но дорогую, органическую, экспортно-ориентированную можно. Или давайте увеличивать поголовье лошадей, поголовье оленей, крупный рога. Тогда кормовая база ее нету.
Тогда работники, кто будет работать? Где будем готовить кадры? Меньше 50 тысяч на село никто не хочет. Еще даже 50 сейчас мало. А кредиты какие? 12 там, ну никуда не годится, да? Россельхозбанк все равно тоже не дает. Так что, если так посмотреть, везде тут. Образование тоже платное. Но оно опять же не гарантирует тебе трудоустроить и тебе в рынке выжить. Наше образование, которое наш аграрный университет дает, наш техникум колледж дает, наши культуры, оно не может дать гарантию. Наоборот, там нет рабочих профессий. За технику, которую заканчивает, он не может даже оседлать коня. Он не может запустить трактор, он не может скосить сено. Не может. Он может только держать компьютер, ручку и командовать, и распоряжаться деньгами. Вот это он может. Также ветеринарный врач сейчас. Если мы пойдем, посмотрим, у нас в аграрном университете нету патанатомии, патофизиологии на хорошем уровне. Тоже нет. Там невозможно поставить диагноз. Я там работал, я не смог это дело победить, не смог подготовить патанатом. Поэтому диагностику там поставить не можем. Не можем. Но морга нет, если просто сказать. А без морга, без вскрытий невозможно поставить диагноз. Врач не может. Вот такие больные вопросы по ветеринарии. Третье, по агрономии. Тоже агроном, закончивший, Актемский филиал еще может, а здесь нет. В Актемском филиале еще кое-чего. Там все равно это они на практику пихали. Да, они селекционные, где-то ходили и обучались чему. А на самом деле агроном должен что? С овощевода начинать, с земли начинать. А к нашим приедешь, почему урожайность низкая? Земля плохая. Земля плохой не может. Человек не может говорить, что у меня, почему вы такой невоспитанный человек, а у меня мама плохая, так же не скажешь? Почему вы не добро? У меня мама плохая, потому что она меня такого родила. Нельзя же так говорить. Поэтому, вот если посмотреть за рубежом, там начинается, это классических университетов, центральных, столичных, да, там готовят по-другому, готовят сразу же будущего ученого и так далее. А тут мы же готовим производственника. Значит, он должен овладеть всеми. Если он агроном, он трактор должен знать, он плуг должен знать, он почву должен знать, он должен знать даже цвет, цветовой режим, все вот эти засухи, что картофель, как выращивать, все такие простые рабочие профессии должен знать. А потом постепенно говорить. Есть необходимость, эта рабочая профессия не может овладеть, тогда науку использовать. Вот какие огрехи, которые мы должны сообща победить. Вот подготовки кадров, науки, производства. Но у нас все они, как щука Российской Федерации, в регионах так. Я не знаю, за Москву я не могу сказать, потому что Москва может готовить кадры чисто для науки, да? Может чисто, да, можно по этим стандартам. А наши стандарты, они не подходят к нашим. Абсолютно все стандарты. Более близок ветеринар, на практике нет. Когда такой ветеринар? На таком, я закончу, да, свое выступление, мы дадим, да, выступить Евгению Владимировичу, да, потом, если будут вопросы, но мы в 4 собирались с Лебедевым, у нас время, он нас ждет, наш шеф. 20 минут осталось. Мы его попросим. Пожалуйста. Спасибо. Аппетит. Уважаемые коллеги, Игорь Николаевич, мне приятно находиться в вашем институте впервые здесь. Вообще в Якутске я был на юбилее сельхозакадемии, когда еще называлась Якутская сельхозакадемия 5 лет назад. В составе делегации. Это был ноябрь, поэтому я видел Якутск зимой, как и положено, да, чтобы ощутить по-настоящему, как живут люди, в каких условиях. Ну и все это, все эти климатические факторы
как отражаются в том числе и в ведении сельхозпроизводства. Потому что все это напрямую связано с теми результатами, с теми достижениями, вот, те условия, которые есть. Недавно я стал ректором Новосибирского аграрного университета. В прошлом году нам исполнилось 85 лет. Так, если в 3 словах сказать, у нас более 10 тысяч студентов учатся, 8800 по программам высшего образования и около 2000 по программам среднего профессионального образования. Причем говорил Леонид Николаевич, что сегодня те программы, стандарты, по которым мы учим, они не вполне соответствуют тем требованиям, которые предъявляют товаропроизводители. Вот такая цифра. Трудоустройство. Казалось бы, конечный результат. Да? Кадры должны идти на село. И из выпуска, ежегодного выпуска, мы анализировали около 40% сегодня связано именно с сельским хозяйством. Только 40% из того, что выпускали. При этом в прошлом году было трудоустроено в сельхозпредприятии только 36 человек. 36 человек из 800 человек выпуска. Можете себе представить, какое положение дела и почему сегодня сельхозтоваропроизводители относятся к аграрным вузам, что мало эффективной, так скажем, организациям, и нужно что-то делать. И мы действительно вот в течение года решили полностью пересмотреть программу, усилить практическую подготовку. Для этого у нас определены базовые хозяйства, это такие ведущие сельхозпредприятия, где используется самая современная техника, технологии. И вот ребята все проходят там практику не так, как положено, да, там по учебному графику, именно вот какой-то период. А у нас, например, зоотехния, агрономия, агрономия, конечно, там сезонная работа, вот зоотехния, ветеринарные врачи, они, можно сказать, без конца находятся в предприятии. Потому что это единственный путь, чтобы специалист приобрел уже реальные компетенции, и нам не было бы стыдно за этого специалиста, и хозяйство не нуждалось бы в его обучении и так далее, и так далее. Мы по такому пути идем. То есть, несмотря на те стандарты, которые есть, мы как бы понятно, что в рамках этого находимся. Но мы приняли сами для себя такое решение, что лучше пускай он проходит занятия там, вместе с преподавателем. Мы знаем, что и преподавателю сегодня важно находиться именно в сельхозпредприятии, иначе получается, что он закончил университет, закончил аспирантуру и начинает преподавать, а ни одного дня не был в хозяйстве. Тоже неправильно. Тоже неправильно, нужно какую-то практику, школу, таким образом мы это делаем. Вот. По составу наш университет, педагогический состав, 500 преподавателей у нас, почти 300 кандидатов и докторов наук, то есть это мощный такой потенциал. Ну и благодаря, конечно, тому, что в Новосибирске концентрированная наука, то есть научно-исследовательских институтов, такие профильные, существуют. Благодаря тесному контакту нам удается сохранять такой мощный научный потенциал. Сейчас мы приняли решение участвовать в конкурсе Минобра. Мы слышали, приоритет 2030. Не знаю, вас уже заманивали в консорциум или нет. Мы сейчас подаем такую заявку. Там одно из условий создания консорциумов.
конечно, у нас есть наши стратегические партнеры, такие как Сибирский федеральный научный центр, Институт строги генетики и так далее. Помимо этого, крупные предприятия, где мы должны будем решать 4 стратегических важных проекта в области генетики и селекции животных и растений, в области биотехнологий. Вы знаете, вы слышали, что лауреатом премии в области науки стала, значит, наш сотрудник Екатерина Рязанова. В 2019 году она получила такую премию из рук президента. Мы были в Кремле на вручении. Она единственная из аграрных вузов, из научно-исследовательских сельскохозяйственных институтов, кто получила такую премию в области науки, как молодой ученый. Премия сейчас 5 миллионов рублей, кстати говоря. Вот. Поэтому в области биотехнологий, защиты растений у нас тоже серьезная школа. Третий проект, который тоже должен быть важнейшим, это разработка и внедрение аутогенных вакцин. Александр Семенович знает, за рубежом аутогенные вакцины широко применяются, а в России законодательство, по крайней мере, не позволяет, значит, внедрять такие аутогенные вакцины. Мы решили на себя взять такую смелость, чтобы внести изменения в законодательство, подготовить, по крайней мере, все, значит, обоснования, чтобы можно было этот вопрос двинуть с мертвой точки. Ну и 4-й проект, который мне лично интересен, это благополучие сельских территорий, о чем говорил тоже упоминал Леонид Николаевич. Мы знаем, что несмотря на рост сельскохозяйственного производства в целом, да, но продолжает вымирать села, деревни. Вот. И здесь, конечно, та поддержка, которая есть сегодня, она, по крайней мере, недостаточно эффективна. Поэтому нужно изучать мировой опыт, анализировать, значит, наш отечественный опыт и предлагать определенные меры для изменения этой ситуации. Вокруг этих проектов мы будем, значит, развивать, в том числе и наш аграрный вуз, и предлагаем, Леонид Николаевич, и вам поучаствовать в консорциуме. Вот, я думаю, что это тоже будет интересная такая история, опыт, в том числе для вашего института. На сегодняшний день у нас обучается языку 50 человек по разным направлениям. У нас где-то больше 20 направлений подготовки. Поэтому практически по всем направлениям у нас есть ребята из Якутии. И каждый год, вы знаете, поступают в Якутии толковые, значит, молодые ребята, возвращаются потом, в том числе и в Якутию. Поэтому мы всегда рады за сотрудничество. Надеемся, что это плодотворное сотрудничество всегда есть точки соприкосновения, темы, которые мы могли бы вместе реализовывать. Спасибо еще раз, Леонид Николаевич, за приглашение. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Спасибо. А мы сразу сейчас Александр Семенович. Уважаемые друзья, коллеги, здравствуйте. Еще раз, я думаю, что понятно, на ваших плечах, как всегда, будет лежать проведение этой конференции. Это вторая подряд у вас конференция или форум международный, где будут, даже несмотря на пандемию, будут представители вот тех, значит, стран, о которых здесь уже было сказано. И я приехал для чего? Посмотреть, еще раз убедиться. Сейчас еще пойдем по вашему начальству, их настроениям. И посмотреть здесь, кого мы не добрали, чтобы он приехал, кто лично здесь, кто с какими вопросами выступит. Вот. И я думаю, что мы не зря второй раз согласились здесь у вас, потому что в тот раз прекрасно прошла наш
наш научный форум и прошел. А здесь вот как у вас а мы в конце на круглом столе попытаемся вот у тех людей, которые будут, возможно, смогут внести какую-то долю, свою долю в научном обеспечении АПК вашей республики, внести свои какие-то предложения в наш, так сказать, окончательный план и окончательное решение нашего большого форума. Ну вот здесь Леонид Владимирович, отчество забыл. Николаевич, да, смотрите. Здесь хорошо рассказал. Я знаю всю вашу тематику. И, в общем-то, я знаю, как многие вопросы решались, в том числе и с руководством сибирского отделения, начиная еще от Петра Лазаревича. Вот, и мне он передал многие вопросы. Я, в общем, доволен, что то, что было раньше заложено, в общем-то, многое сделано. Но на этом, конечно, останавливаться нельзя. И Леонид Николаевич в этом плане достаточно эрудированный человек. Мы уже не раз с ним разговаривали, и дискутировали, и сегодня, и завтра еще будем дискутировать. У вас есть вопросы, которые можно, так сказать, расширить и углубить, и довести действительно до конечного результата. Сегодня, понимаете, раньше мы получали бюджетные средства, на них работали, давали свои рекомендации, давали свои какие-то научные выкладки, и дальше с нас особо не требовали. Сегодня вот такая жизнь сложилась, что давай внедри и давай принеси денежки на рубль бюджета, принеси хотя бы пол-рубля внебюджетных средств. Хотя мы в свое время, вы знаете, и в сибирском отделении этот вопрос мы дискутировали, поднимали, и в целом вот мы где-то 640 миллионов у нас было бюджетное финансирование на 30 институтов, мы получали, у нас общий бюджет был 1,5 миллиарда рублей. То есть мы примерно даже больше рубля на рубль бюджета зарабатывали. Были такие времена, но когда еще сельское хозяйство, половина была такого социалистического плана, где были колхозы, где были совхозы, где можно было прижать руководителей, как это сегодня делается в Беларуси. Там, если не работает директор совхоза, там остались все, и колхозы с наукой, то сразу выбирают этого человека. И они зарплату получают, бюджет получает наука от того, что они освоили, и от того, что они получили какую прибыль в результате освоения своих научных разработок. И я вот там несколько раз был, кто-то недоволен, особенно те, которых нечего предложить для практики, а кто-то просто радуется, в 3-4 раза, 5 раз зарплата поднялась. И у них там закреплены все, так сказать, районы, закреплены за объединением, научным объединением. Мы сейчас вот центры сделали, а у них это было давно. Просто они делали объединение научно-образовательное, научно-производственное объединение. Я думаю, они даже вперед нас пошли на такие изменения. Поэтому я на этом закончу, и потом поговорим. Еще вот я хочу поговорить о вакцинах, потому что нам надо продолжить, попытаться что-то изменить в этом плане, в плане реализации тех вопросов, которыми вы занимаетесь. Спасибо. Хотите, так, у нас времени очень мало, мы в 4 должны были времени, но Полина Петровна, очень уважая вас, у нас здесь академик наук. Евгений Владимирович, у меня к вам. Полина Петровна Волкова. У вас, у вас работает диссертационный совет в области растениеводства. И у нас вот зачастились некоторые аспиранты. А вот аспирантка Слепцова, например, она уже 4 года не может все в очереди стоять. Да вы что? Или 3 года. Вы знаете... Тянется и тянется, просто невозможно.
Объединенный совет у нас вместе с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий возглавляет его академик Гамзик Иван Николаевич. Он такой своеобразный. Да. Вот, я вам Знаем хорошо. секрет такой открою, что значит, наши сотрудники там не защищаются. Ну вот так получается. Требования, когда он поднял планку требований очень Да, высокие. такие требования сделаны вот, Геннадий Павлович. Ну вот, не знаю, Когда вы, как радоваться или не радоваться. когда вы советуете вообще у вас не защищать? Почему нет? Требования действительно, Александр Семенович правильно сказал, у него очень большие, у него старая школа, значит, ему не нравятся опыты, значит, видимо, количество этих опытов недостаточно для того, чтобы выйти на тот результат и так далее. Я не знаю причину, конечно, я задам ему вопрос. Я сам возьмусь. А сколько защит вообще проходит у вас в год? В его совете, ну, может быть, 2-3 защиты в год. Всего? Сейчас плохо. Везде. У меня докторат уже второй год в Киеве не может пройти. Вот в Тюменском университете вот, Северного Зауралья, они мне сказали, 2 защиты хватит. Ну, у них, видимо, план какой-то свой сделали. А у нас, к сожалению, или к счастью, председатели советов, они самостоятельные фигуры. Поэтому они сами определяют и берут на себя ответственность. Сейчас же повысили, ВАКа повысил сильную ответственность, что если 2 замечания, совет закрывается, и больше уже не Вот открывается. сейчас к вам пойдут опять 2 наши докторантки. Ну, очень хорошо. Одна уже вот на выходе. И мы защитили согласно, да, в 9 году. В 9 году? Да, да. И тогда Геннадий Павлович был Да, мы больше. у него Требования были, Да. требования были у него, может быть, Нет, тут что-то надо выяснить. Что выяснить надо по работе. потому что После нас он тоже достаточно адекватный человек. Ну, я знаю, да. Они работают, мы Мы не все будем. знаем. Давайте. Давайте я спрошу, вы тогда отправьте на мое имя. Данные. Значит, работа. Да, и вот хотелось Фамилия бы, научная. чтобы... Вот давайте лучше сформируем так просьбу, да? Просьбу для оказания помощи аграрной науки Республики Саха Да, в давайте. связи с освоением арктических территорий, в связи с тем, что Россия стала этим координатором Северного, вот этого арктического совета, вот поэтому для развития растениеводства в Африке поддержать или взять на защиту, ну, без защиты, да. Они представили защиту, да? на Ускорить. защиту. Не ускорить ни в коем случае. Это слово Гамзикову не понравится, потому что, да, а наоборот, как-то более скрупулезно, но как-то скрупулезно, но в то же время коротко, четко, быстро. Ну, понимаете, да? Важно, чтобы еще с вашей стороны Да. вы знали условия и требования этого совета. Если защищались, вы знаете эти требования. И новые требования ВАК. Количество публикаций, международных изданий и так далее, и так далее. Особенно он сейчас смотрит на внедренческую сторону. Вы должны прописывать, где это внедрено и какой это эффект. В том числе, раз для республики, то нужно показать четко. Отсюда сюда хороший результат. Всегда. Ну, а я еще раз заострю внимание, мы переговорим с Геннадием Павловичем, получить, когда я получу письмо, Геннадий Павлович, я обязательно с ним переговорю. Но нам главное не пересолить, это тоже. Может, он эту работу хочет уже принять, защита не собирается, а вдруг еще тут мы, тогда он подумает, может, работа слабая. Да, Вот здесь есть опасность такая. Не надо никакого письма. Да, Не надо. да, не надо. Ну, я проговорю, не для меня. Не надо. Фамилия, имя, отчество. Я запомнил, я знаю. Зачем? Да. Ну, с тобой я могу поговорить, ты поговоришь, что я слушаю. И не надо, письма не надо, это Да. потом начнется там. Да. А работа у нас вот как раз сидит Сахаяна Афанасьевна Павлова, она докторская.
Его Там поеду. Ну, там Приезжайте. А мы с Карликом очень даже положительно общаемся. Самый большой у меня бюджет по нашему институту напрямс. Молодцы. Вот они двое сидят. А какими проблемами занимаетесь? Самые красивые Хорошо работает. женщины после Полины Петровны. спасибо. Леонид Николаевич, можно мне? Вот. Евгений Владимирович у нас первый раз, поэтому мы подготовили. Тут у нас статистический справочник по Якутии. И тут Спасибо. чуточку, несколько слов о сельском хозяйстве, какие-то цифры, чтобы вы Спасибо. Владелец. знакомились, посмотрели. Это от нашего отдела, мы отдел экономики. Спасибо. Я хочу сказать, что Евгений Владимирович, он, значит, как ученый сформировался в стенах нашей сибирского отделения. Работал там лет 8, да, наверное? Да. А между прочим, я Новосибирск А закончила. потом мы направили туда Я у вас зампроректора. училась. Так что он наш человек. Да. Всю школу прошел в Сибирском федеральном. Да? Петр Михайлович. Хорошая вещь, спасибо. Я думаю, даже и нам надо сделать у себя. У нас защищаются. Я состою членом совета по экономике. У нас есть совет, объединенный с Алтайским аграрным университетом, с Красноярским аграрным университетом. Ну, есть представители Сомского аграрного университета. У Недавно нас регулярно Владимир. защищаются значит, тоже с Якутии значит, диссертации по экономике. У нас и по ветеринарии там совет есть, по животноводству, по В механизации. экономике докторский тоже есть, да? Они сейчас все советы докторские. Вот у нас Галина Ивановна тоже будет. Мы же председателя знаем, он Она раньше только у нас. демократичный. Ага, он Сейчас, часто был у нас по-моему, правильно статник. Нет, наш совет вроде бы не подлежит закрытию, потому что, в принципе, у нас одна специальность АПК экономики и сельского хозяйства, а к ней присоединяется региональная экономика. И мы вроде бы должны по переходнику перейти без То закрытия. есть все равно вот такой. Или брошюрка. Нет, требования только ужесточаются. И сейчас докторские по брошюркам не будет. Ну, мы это не практикуем по докладу. Так же Галина Ивановна Жильевский писал. Да, Росбух. Мы едем в Лебедев, да? И если, может, мы еще организуем, если... Ну, это завтра. Да, завтра встречу, да, такую вот. Ну, может здесь, может не здесь, да? Посмотрим по времени, да? Особенно Галина Ивановна, мне хотелось бы, чтобы экономисты, да? И наша республика, она особая. Мы живем по этим, каждый наследник, да, территориях, и там население уменьшается, сильно не увеличивается, но все равно строим школы, строим детсады, строим больницы, все это строим. И вот эта инфраструктура, ее потом содержать очень. Как дальше быть, вот, никто не знает. А увеличивать это искусственно, а чем вообще, что они будут производить? Очень просто. Вот Не надо ничего строить, и все будет там. Так, пойдем.